Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства, ролик был создан исключительно образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Ассаламу алейкум. Сегодня мы разнесем в клочья одно наглое видео, которое записал очередной недоисторик из Чечни. Эти персонажи опять полезли искажать нашу историю. Как вы только что увидели, типичный представитель чеченской исторической школы. Полный ноль в знаниях, зато громкий рот. Он смеет заявлять, что ингуши – не древний народ, и, мол, вас никогда не было миллиона. Такие заявления – это уровень кухни, а не исторической науки. Он не знает ни одного источника, ни одного архива, ни одной карты. Его аргументы – это потому что я так сказал. Гаплогруппа J2A, наша ДНК-метка, согласно YDNA проектам, у ингушей 87,4% гаплогруппы J2, особенно субклада J2A SK1313, который был найден у мезолитического охотника, жившего 10 тысяч лет назад в Западной Грузии. Это древнейшая линия, обнаруженная на Кавказе. Это значит, что ингуши жили здесь задолго до появления любых чеченцев, сасанов и прочих кочевников, которые пришли с чужих земель. Мы будем опираться на авторитетный источник, Гарипекин, краткие сведения о народе ингуши, 2006 год. На странице 31 четко написано, что «Почему произошла разница ингушского языка от чеченского?» Можно лишь сказать, что по собранным преданиям о происхождении чеченско-ингушских родов, большинство из них указывают как древнейшее место обитания горной местности Ака-Галгай, Нашах, откуда и произошли потомки ингушей и чеченцев. Из Нашах в Галгай и Ака по преданиям переселенцев не указывается, а из Галгая и Нашаха в территорию Чечни есть указания почти в каждом предании. Таким образом, Галгай следует признать древнейшим этапным пунктом, с которого произошло расселение по нынешней Чечне. В Галгае более прочно содержалась древняя религия и предания. Почти все герои и родоначальники выросли на ингушской территории. В религиозном отношении главные святые Галгая имели родство в районе Чечни, причем галгайские святые считались как старшие. Местность Галгая почти всегда была замкнута со стороны Терека из северной лесистой части недружелюбными соседями, почему не имела постоянных свободных мест для переселения из гор на равнину, вследствие чего народ, будучи замкнут в горных ущельях, сохранил доселе в чистоте свой язык и память о своей старине. На этом основании надо признать, что ингуши не есть отдельная ветвь чеченцев, а чеченцы есть разросшаяся ветвь ингушского корня, и потому чеченцев следует называть не чеченцами, а тоже ингушами, так как название чеченцев заимствовано от другого народа. Теперь обратимся к следующему источнику. История Грузии с древнейших времен до 60-х годов 19 века, Тбилиси, 1962 год. В нем говорится, что глигвы жили в Дарьиле еще во времена правления Мириана I, третьего царя Иберии из династии Фарнавазидов, усыновленного своим бездетным тестем Саурмагом. Как видим, глигвы, то есть предки ингушей, упоминались еще во II веке до нашей эры, что полностью опровергает ложь чеченских националистов. Конечно, речь не обо всех, среди чеченцев есть достойные люди, но мифы о недревности ингушей не имеют под собой никаких оснований. И чтобы доказать, что ингуши появились не только в 1810 году в результате стратегии Российской империи по разделению Нахчи-Цеев. Хотя это антинаучное и абсурдное утверждение легко разбивается фактами. Исторические источники XVI-XIX веков однозначно подтверждают древность ингушей как народа.
И для тех, кто все еще по непонятным причинам придерживается этой лживой версии, приведем лишь несколько карт XVIII века, зафиксировавших существование ингушей задолго до 1810 года. Глигви, карта 1738 года. Общая карта Грузии и Армении, составленная в Петербурге и переведенная на французский профессором Жозефом Никола Делилем. Опубликована в 1766 году. Глигвы, карта 1755 года. Кисты Ингашовские, карта 1771 года. Течение реки Терека, Большой и Малой Кабарды с около Кавказов лежащими странами. Издана в 1772 году. Деревни Унгушевские, карта 1783 года. Карта, представляющая Кубань, составлена Трескотом. Издана за год до основания крепости Владикавказ на ингушской земле вблизи деревни Заур-Заурков. Эти карты – лишь малая часть доказательств того, что ингуши существовали как отдельный народ задолго до любых попыток Российской империи изменить реальность. Ингуши – древний коренной народ Кавказа, а миф об 1810 годе – несостоятельная выдумка. Как мы только что увидели, мы доказали, что ингуши – древнейший народ Кавказа. Это подтверждается многочисленными картами, историческими источниками и генетическими данными. Все разговоры о том, что ингуши якобы появились лишь в XIX веке, ненаучное и абсурдное утверждение, полностью опровергаемое фактами. Теперь обратимся к некоторым данным о чеченцах. В известиях Кавказского отдела Императорского русского географического общества, на странице 112 1905 год, сказано: чеченцы вообще не очень давно осели на Кавказе, поселились же в местах древних гелов, может быть, только после того, как пришли вместе с ордами Чингисхана из Центральной Азии. Во всяком случае, чеченцы не могут быть в точности отождествлены с каким бы то ни было из народов, упоминаемых древними географами. То есть этот источник прямо указывает, что чеченцы появились на территории, где ранее жили гелы, одно из древних ингушских племен, и осели там сравнительно недавно. Некоторые чеченцы упрекают нас численностью, мол, нас мало, а значит и речи не может быть о нашей древности. Это же абсурд и глупость, которую они сами придумали. Древность народа никак не зависит от численности. Ингушей мало не потому, что мы не древние, а потому что Ингушетия веками вела войны со всеми соседними государствами, с Российской империей, с советской властью, пережила геноциды и выселения. Чеченцы же любят говорить: «А нас миллион». Но давайте разберемся, откуда этот миллион. Обратимся к источнику. Книга под редакцией Ибрагимова «Самого чеченца», изданная в 2006 году. Там сказано: Чечня – традиционно многонациональная республика. Коренная национальность – чеченцы. На протяжении нескольких веков вместе с чеченцами на территории республики проживают русские, ингуши, кумыки, осетины, армяне, нагайцы, терские, сунженские, гребенские казаки, горские евреи, представители многих других народов. По данным переписи населения СССР 1989 год, в ЧССР проживали представители около 70 национальностей. Чеченцы – народ полиэтничный, с ним смешались представители многих народов Кавказа и Европы. То есть чеченцы веками принимали всех подряд, евреев, казаков, русских, ингушей и других, и всех записывали как чеченцев. Вот откуда взялся их миллион. А если брать чисто этнических чеченцев, то они составляют не более 10%, да и то говорят на ингушском диалекте и языке. Итак, мы разоблачили еще одну ложь чеченских недоисториков. Снова и снова они пытаются переписать историю, приписывая себе древность, которой у них нет. Но факты упрямы: ингуши – коренной народ Кавказа, а чеченцы – лишь разросшийся ветвь, вобравший в себя пришлый элемент, беглых переселенцев, пленников кочевых ОРД и чужие наречия. Их собственные предания признают, что их истоки – в Галгае-на-Шах, в сердце ингушских гор. Они любят бросаться цифрами, указывая на современное население, как будто история народа измеряется только количеством людей. Наш народ пережил века войн, геноцидов, выселений, столкновения с монголами, Тамерланом, кабардинскими князьями и Русской империей, и несмотря на все это, мы сохранили свою землю, язык и древние традиции. И пока чеченские псевдоисторики продолжают придумывать себе славное прошлое, мы опираемся на документы, карты и научные факты, которые раз за разом подтверждают: ингуши – древнейший народ Кавказа.
Если вы тоже устали от их выдумок и хотите, чтобы правда звучала громче лжи, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь этим видео. Вместе мы разнесем их мифы в пух и прах.